Agrar Bakanı'nın yer ilişkileri hem kadastr bölümü başı Valentina Şikil açıkladı. Nasıl primariyalar hem fermerler doğru hazırlasınlar dokumentleri ki fermerler rahat çalışsınlar hem yerli kuvvetler de büdjete gelir alsınlar. Примария должна сделать анализ. Анализ того поголовья, которое у вас есть фактически на территории вашего населенного пункта. Почему? Потому что у нас есть населенные пункты, которые имеют малое количество пастбищ, а есть населенные пункты, где достаточная площадь этих пастбищных угодий. Это 1000 и более гектар. Поэтому, чтобы ваши земли сегодня не пустовали, чтобы ваши земли сегодня действительно вам приносили доход, и ваши пастбищные угодья улучшались на основании того дохода, который вы получаете. Почему я говорю на основании того дохода, который вы получаете? Потому что сегодня закон четко говорит, что тот доход, который вы получаете от пастбищных угодий, это ваши налоги, которые вы устанавливаете за пастьбу, и ваши арендные платы, которые вы берете за сдачу в аренду пастбищных земель, четко сказано в законе о животноводстве, что вы их должны направлять на улучшение ваших пастбищных угодий. Не на строительство школ, не на ремонты садиков, не на зарплату, никуда, только на улучшение пастбищных угодий. Это должно быть сегодня, наверное, так как наши пастбищные угодья находятся в очень плачевном состоянии. Почему я так говорю? Потому что у нас, во-первых, выпас не заканчивается, и он идет у нас круглогодично незаконно. И мы с этим боремся, но никак не можем остановить это. Но, наверное, органы местного публичного управления, и мы все вместе, и экологи, и полиция должны к этому прийти, и все-таки... И животноводы тоже, и с них тоже не снимается ответственность, потому что больше всех они нарушают. Мы стараемся их не наказывать, и они больше нарушают. Потому что сегодня, согласно нашим погодным условиям, которые были в этом году, которые сейчас у нас, запрещен выпас, потому что у нас еще пастбища сырые. У нас нет той температуры, которая позволила бы быть травостою таким, которым он необходим для начала пастбищного сезона. Поэтому и животноводы, и руководители органов местного публичного управления, и землеустроители, пожалуйста, не рационально используйте наши пастбищные угодья, и чем лучше вы их будете использовать, чем больше вы будете их культивировать, улучшать, тем легче нам будет, потому что и засухи, которые очень серьезно сказываются на состоянии пастбищных угодий у нас. Практически в начале лета уже негде пасти, к сожалению. И вот это вот все нужно учесть, когда вы совместно разрабатываете договора о выпасе и планы рационального использования данных пастбищных угодий, а также разрабатываете маршруты по скотопрогонам. Эти моменты не зря включены изменения в закон о животноводстве. Не зря. Потому что именно совместно мы сможем добиться того, чтобы у нас пастбищные угодья сохранялись, как в советское время. Kanunda var başka değişilmekler de ankılarına fermerler lazım baksınlar mahsus aldığının mutluluk yerlerini kirala orada lazım büyüdürsün sadece çok yılkı otlar nişanlarlar uzmanlar. В законодательстве еще сказано, раньше мы сдавали пастбищные угодья в аренду, и разрешало нам законодательство сдавать для выращивания кормовых культур. Сегодня Земельный кодекс, статья 31 со значком 3, четко говорит, что пастбищные угодья мы сдаем и выращиваем там только многолетние травы. Все. Никакой пшеницы, никакой кукурузы, никаких кормовых других культур мы не должны видеть на этих пастбищных угодьях. И когда вы заключаете договора, четко эти моменты должны быть указаны в плане рационального использования данных культур как приложение к данному договору. Четко. Потому что когда вы идете с проверкой, если данные моменты вы не указали, вы не имеете права предъявить ничего. Ничего, потому что когда вы сдаете в аренду, все вот эти моменты, обязанности, права одной стороны, второй стороны должны быть расписаны. Как вы проверяете данное угодье, в какой период вы проверяете, когда проверяете, кто проверяет, на основании чего проверяете.
И то же самое, человек, который взял в аренду, он знает, кто придет к нему на проверку, что он должен сделать, как он должен сделать и к чему мы должны в итоге прийти. И также вы должны учесть тот момент, когда вы принимаете пастбищные угодья обратно. Акт приема передачи обязательно подписываем и регистрируем его. Не так, как мы делали до сих пор. Потому что до сих пор у нас заканчивались договорные отношения. Все, мы никаких актов не подписывали, не регистрировали и так далее. Чем нарушали законодательство? Сейчас каждый землеустроитель должен знать, что закончился договор, примарийская земля, не примарийская земля, должен быть акт приема передачи от арендатора к арендодателю. Он должен быть зарегистрирован в реестре договорных отношений. Если есть эта регистрация, все, на этом этапе мы закончили. Если нет регистрации, мы идем до регистрации. И после этого мы принимаем участок, так же, как его сдавали. И когда сдаете земельный участок, пожалуйста, в акте приема передачи расписывайте конкретно, что находится на этом земельном участке, что не находится на этом земельном участке, чтобы потом, принимая, не было вопросов к тому арендатору, который арендовал данный земельный участок. Чтобы вы разошлись мирно и тихо, чтобы не было претензий ни с одной стороны, ни с другой стороны. Почему я сказала, что вы должны сделать анализ вашего поголовья? Потому что у нас есть ассоциированный сектор и есть частный сектор. Ассоциированные – это у нас авторизированные фирмы, которые имеют сегодня официально авторизацию на вид деятельности по животноводству, там, выращивание крупнорогатого скота, мелкорогатого скота и так далее. Частный сектор – это индивидуальные лица, физические лица, которые дома держат 10, 5, 20, 30 голов, овец, коз и так далее. Потому что у вас есть определенное количество пастбищ. Вы должны рассчитать, есть формула расчета, хватают ли ваши пастбищные угодья на это поголовье, которое у вас есть. Ассоциированный сектор у вас стойлово содержит свое поголовье, либо тоже выпасает. И вы должны четко разграничить, где пасет у вас ассоциированный сектор, где частный сектор, хватает, не хватает, как они будут менять поля, где у вас пастбищные угодья, как они их чередуют. Вот эти моменты тоже вы должны описать, чтобы не было так, что мы пасем круглый год на одном и том же участке, а там где-то есть у нас. Ну там у нас косит другой населенный пункт, какие-то физические лица, которые потом перепродают и так далее. Вот это тоже входит в ваши обязанности, чтобы вы рационально распределили данное пастбище и нагрузку на данное пастбище рационально распределили. Если у вас хватает для частного сектора пастбища, а сегодня частный сектор, согласно закону, у нас в приоритете, там четко сказано, что частный сектор, физические лица, которые занимаются непрофессиональным животноводством, им в первую очередь сдаются пастбища для выпаса и заключается договор о выпасе скота. Не договор аренды, не путайте, пожалуйста, это два разных документа. Если у вас хватают пастбищные угодья и у вас остается 10, 15, 20, 100 гектаров, может и больше, дальше Примария выходит с инициативой о выставлении данных земельных участков на аукцион. А аукцион уже проходит согласно положению об аукционах, но согласно закону о животноводстве и Земельного кодекса там четко сказано, что на аукцион, где участвуют пастбищные земли, допускаются только животноводческие фирмы, которые имеют авторизацию. Не физические лица, не чебаны, а именно авторизированные предприятия, которые имеют сертификат. И при участии на аукционе, потому что задавался этот вопрос, как нам узнать, он имеет авторизацию или нет, он должен предоставить вам копию документа, что он имеет авторизацию, и эта авторизация должна быть активна на тот момент, когда вы сдаете земельный участок в аренду. И смотрите, если у нас аукцион, то же самое, вы готовите полный пакет документов,
как и на все остальные аукционы. План, оценка. Обязательно должен быть земельный участок зарегистрирован. А с пастбищами у нас немножко проблема. Вы можете спросить, да, у нас на данный момент идут массовые работы по делимитации. К сожалению, по последнему опыту мы не один населенный пункт, много населенных пунктов запрашивали разрешение у АПП на делимитацию в селективном порядке. К сожалению, на эти земли не дают разрешения, к большому сожалению. Поэтому вот здесь вот будет немножко загвоздка. Есть населенные пункты, которые имеют делимитацию некоторых пастбищных угодий, поэтому если будет такая необходимость, рассматривайте те земельные участки, где есть уже делимитация. Где нет делимитации, к сожалению, только договор о выпасе скота. Закон говорит сегодня, что земли, которые находятся под пастбищами и сенокосами, используются только для пастьбы и сенокошения. Для животноводства. Пчеловоды, в законе о пчеловодстве сказано, что вам примарий обязан предоставить земельный участок для вашей кочевой пасеки, но вам могут рассмотреть как лесные насаждения, как лесополосы, владельцы животных, которые получили основание заключить договор, да, через аукцион, на них возлагается обязанность проведения ежегодных работ по содержанию и улучшению, а также повышению продуктивности наших пастбищных угодий за счет ежегодной оплаты договоров аренды с мониторингом осуществления работ и проверки их стоимости органами местного публичного управления в качестве арендодателя. Вот это вот я тоже хочу похвалиться, это наша с коллегами инициатива, да, потому что мы, зная ситуацию и зная, что наши животноводы, когда берут в аренду пастбищные угодья, они действительно проводят там очень хорошие мероприятия по улучшению данных пастбищных угодий, и удобрения, и рекультивация, и очень много агротехнических мероприятий. И чтобы немножко облегчить им, но примарий сейчас скажет, почему вы туда сунулись, облегчить им их участь, получается, арендная плата компенсируется, и примария должна в этом случае, если есть обращение от арендатора, рассмотреть вариант компенсации оплаты за аренду. Не налог, а арендная плата именно компенсируется в том размере. Вы проводите мониторинг, что он там сделал, он вам предоставляет акты выполненных работ по всем тем мероприятиям, которые он заявляет, смотрите, реально эта сумма, нереально, что он сделал, и вот на совете, не вы единолично, не примар, совет принимает решение, получается, на эту сумму уменьшить арендную плату согласно данных материалов, но обязательно все протоколируется, все регистрируется, чтобы это было не на словах, а когда у вас будет проверка счетная, неважно кто, финансовая, вы предоставляете полный пакет документов, на основании чего вы вот это вот сделали. Ansa Balkaniş ofisi veterinariya bölümü başı Valeri Vasenko dedi hani en önemli primariye hem fermer arasında anlaşmak olsun hayvan otlatmak için. Нет пастбищ, нет в примарии земель, которые вот выделяются под пастбища. Очень мало, согласно животным. Изменение практически закон не изменился. Вот 667 закон о пастбищах и сенокошении, он просто регулирует отношения местной публичной власти и животноводов. То есть здесь определяется, сколько нужно на голову гектаров, то есть условную голову крупнорогатого скота и мелкорогатого скота. И имеется в виду, что культурные пастбища здесь берется как бы в прерогативу. Это значит, что выделяется определенное количество земли, так скажем, которое делится на определенные загоны, так скажем, и периодически каждый год, да, эти животные выпасаются вот на этих участках.
По этому закону в первую очередь нон-профессионал, так называются сейчас частные хозяйства подворья, где определенное количество животных лимитируется, и примария должна в первую очередь выделять этим людям пастбище. Аграр Bakanlığı Ekologiya hem Su Resursları Hizmeti Başı Ivan Draganov bildirdi, ani yapılacak değişiklikler otlatmak hem ot biçmek hakkında. Мы ежегодно сталкиваемся с такими вопросами, как время выпаса, заключение договоров с примариями, выдача патентов и соблюдение нормативной базы. Все, что связано с животноводством. Пчеловодство в данном случае идет по правилу регистрации в программе BeProtect для того, чтобы не было в дальнейшем проблем, связанных с сельхозниками, обрабатывающими свои многолетние насаждения. Ansa Büyümleri Korumak Bölümün başı Olga Muş dedi, ani BeProtect programması yapılı ki kuanların sayısı azalmasın. Данная программа BeProtect была создана для того, чтобы в первую очередь уменьшить массовую гибель пчел и соединить в одной программе и пчеловодов, и сельхозпроизводителей, которые применяют пестициды. На сегодняшний день небольшое количество как пчеловодов, так и сельхозпроизводителей зарегистрированы и пользуются этой программой. Хотя уже неоднократно проводились семинары, выездные семинары. Есть еще, возможно, нюанс в том, что зарегистрироваться можно только имея электронную подпись или мобильную подпись. И к нам обращались пчеловоды в Управление по безопасности пищевых продуктов, приходили с кнопочными мобильными телефонами. На кнопочный мобильный телефон мы не можем установить им эту программу. Ну вот, я думаю, именно в этом проблема заключается в том, что это новая технология, и не каждый может ее усвоить. Но тем не менее, мы в АНСА, когда к нам обращаются, всегда помогаем как сельхозпроизводителям зарегистрироваться, так и пчеловодам. За последние 2 года жалоб в управление не поступало от пчеловодов по массовой гибели пчел. Возможно, есть свои плюсы, и программа уже работает, потому что, зайдя в систему, пчеловоды видят, какие рядом расположены поля, когда будут проводиться обработки, если, конечно, сельхозпроизводитель зарегистрировался в данной программе. Seminara katılanlar dediler, hani böyle toplantılar faydalı, yardım eder öğrenmeye yenilikleri hem koyma soruçlara. Ну, на сегодняшний день вопрос, который проводится семинар, это, я считаю, насущий, и который действительно требует внимания особо, потому что в связи и с климатическими условиями, особенно этот год, в частности для пчеловодов, неблагоприятный. Вроде бы так для сельского хозяйства, для сельхозкультуры это нормально. И погода позволяет, не сильно жара, и осадки. Но для пчеловодства температурный режим очень неблагоприятный, потому что как такое развитие пчел замедлено. Вот эти качели температуры днем 14, а ночью даже заморозки, это последствия имеется. И, соответственно, и зимовка неблагоприятна, потому что предстоящая осень была так, хотя и подкармливали пчел, закармливали, но оно сказывается на развитии уже в весенний период. Что касается пастбищ, этот вопрос стоит, я думаю, не с сегодняшнего дня. Он должен стоять был и раньше, потому что посмотрите, что творится с пастбищем. Нету никаких, хотя закон есть. Пастбища прекращаются выгон скота 7 ноября и до 1 апреля, ну, ввиду того, что тоже кормить нечем каждого, и сокращайте сроки выхода раньше. Ну, а фактически мы же прекрасно видим, что творится. У нас пастбищный сезон, в частности, отар овец, они не прекращаются. Они зимой и весной все полностью ходят. Не столько там она спасает, но постольку, сколько вытаптывает. Это все же последствия. И потом хотим посмотреть, где сейчас на данный момент у нас, чтобы были пастбища, луга, где можно было косить. Лет 15 мы все констатируем истории, но это жизненный.
лет 10-15 пастбища, прежде чем эти люди косили. На сегодняшний день климатических осадков нету. Ну и отношение такое к пастбищам, я считаю, отрицательное. И это немаловажная задача примарии. Сама отрасль желает лучшего. Хотелось бы, чтобы государство обратило более пристальное внимание на эту отрасль, потому что пользы от пчелы намного больше, насколько мы себе можем представить. Надеемся, что сезон будет хороший. Я сам не кочующий пчеловод, не практикую кочевку. По поводу безопасности мы стараемся общаться с ближайшими сельхозлидерами, чтобы совместно все те вопросы, которые возникают во время обработки, чтобы они были решены вовремя и согласно всем нормам и законам, чтобы всем было хорошо. Проблемы действительно есть и существуют, они существовали всегда. Эти проблемы, что связаны с пчелой. Как выйти из зимовки, как их подготовить к зимовке. Но самая большая проблема, когда пасеков, мы начинаем вводить их в те лесные насаждения для того, чтобы ожидание пчеловода это в итоге иметь продукцию в виде меда. Поэтому вот эти потравки сегодня, и есть уже закон принят, что каждый арендатор или тот, кто сегодня сеет что-то или вносит эти гербициды, должен заранее оповестить пчеловода, что будет в такой-то день, чтобы пчеловод мог закрыть литки в нужное время и, соответственно, не передержать их и выпустить. Поэтому это очень важная тема, когда есть контакт между теми же арендаторами земель и с теми пчеловодами, которые тоже болеют за свои пасеки и в результате ждут, конечно, результата. Может быть, на уровне законодательства нужно что-то изменить. И вот сейчас коллега вот задал вопрос, и я как раз тоже возникла мысль, почему, значит, те пастбища могут взять в аренду, то есть арендатор может на основании авторизации имеющейся что-то засеять. Все. Почему сегодня пчеловод не может иметь эти же перечень документов сегодня тоже взять с примарии, арендовать, платить арендную плату, потому что мы знаем, что те предыдущие года, они дали о себе знать. Это года были засухи, этот год как бы есть надежда, что были дожди, и мы можем что-то собрать, какой-то урожай. Поэтому, когда вот такие ситуации возникают, именно когда засуха, нету обильных дождей, конечно, было бы хорошо на уровне законодательства внести еще какие-то дополнения, чтобы пчеловод тоже мог бы арендовать эти же земли, засеять эти же фацелии или какие-то другие медоносные культуры. Конечно, не только чтобы относилось к животноводу. И плюс очень вот хорошая рекомендация, что мы берем мед, как бы пчеловоды берут мед, а в результате животновод может закупить эту траву для того, чтобы кормить в результате своих животных. Поэтому было бы хорошо, я бы хотел предложить, чтобы на уровне законодательства выйти с такой инициативой и зарегистрировать такое предложение, чтобы было право и пчеловоду на основании всех соответствующих документов взять в аренду гектар, 2-3, чтобы засеять те или иные культуры. Потому что мы видим, что с каждым годом мы берем, особенно весна как приходит, у нас, знаете, что климат немножко изменился, мы не можем брать майский мед, то есть с этих акаций, или она замерзает, а берем только что? С подсолнуха. Семинар хороший, хорошо, что нас пригласили. Я считаю, что немножко законодательство надо дорабатывать, потому что получаются двойные стандарты. Я сегодня задал вопрос, почему пчеловоды не могут взять пастбищные земли в аренду для того, чтобы пасти пчел, там, брать нектар, сажать какие-то травы, собирать мед, и потом в дальнейшем эти травы скосив, можно продать тем же животноводам или продать, или подарить. У многих пчеловодов есть братья, друзья, родственники, которые животноводы, которые тоже имеют потребности получить какие-то растительные продукты для животноводства. Пчеловоды тоже должны иметь право, мы тоже платим налоги, авторизированные, должны иметь право брать пастбище и иметь возможность добывать мед и сажать, чтобы были на одном уровне
За последнее время очень много, в связи с тем, что я являюсь куратором общества пчеловодов Гагаузии, сталкиваюсь со всеми пчеловодами. Многие пчеловоды жалуются, что пчелы вышли слабее, потому что осень была, не было дождей, мало пыльцы было. Даже самые сильные пчеловоды, которые всегда хвастались, что у них там очень все хорошо, в этом году говорят, что у них чуть слабее, пчелы запаздывают, весна хорошая, дождливая, но пыльцы не было, пчела немножко позже начала сеять матки, развиваться, и поэтому слабее. У некоторых пчеловодов из-за болезней, из-за того, что пчелы истощенные были прошлым летом, из-за засухи было много болезней, много умерло. До 30-40% пчел погибло в эту зиму у многих. Сезон начинался, это очень хорошая весна, весна очень хорошая для пчел. Не было затяжных обратных холодов, пчелы шли стабильно, не останавливались. Сейчас начинает цвести абрикос, ива, пару дней согреется погода, и пчелки пойдут быстрее в развитии. У тех пчеловодов, у кого были пчелы, здоровенькие, мед был в достатке, те будут иметь пчелы в этом году. Я в Бипротекте уже 4 года, я с самого начала, больше 4 лет, наверное, с самого начала. Они сначала регистрировались через электронный адрес, потом через электронную подпись. Программа очень хорошая, но надо дорабатывать. Там есть моменты, когда просто мы уже зарегистрированы, не можем зайти на программу. То она зависает, то в некоторых районах она не работает вообще. Нужно геолокацию показать. Заезжаем в какой-то лес, где там вообще интернета нету, ты не можешь геолокацию поставить. А кадастровый номер этого леса никто вам не даст. Поэтому надо дорабатывать моменты. Seminer geçti. Agrar Bakanlığı'nın uzmanlarının hem ANSA temsilcilerinin niyetliydi açıklama fermerlere hem koyunculara bütün değişiklikleri hani onlar çalışsınlar kanun içinde.